Всем доброе утро. Сегодня 13-е. Ровно через неделю 20:00 20 числа будем разыграть 5 ножей. Я сегодня закончу тех, которых остались 4-й и 5-й ножик. По сталям разобрались. Надо сказать, что RVL 34 похож на Elmax, но более гибкий. Более гибкий, тонкий. По реющим качествам он не уступает никак. Хорошо держит реющую кромку. Так что поставлю еще один точно будет RVL. Вот. И хотелось бы эти выходные закончить. В понедельник представить вам 5 ножей. Так, итак, друзья, нас стало 42 участника. И надо сказать, рекорд побит. Один участник прикупил 10 билетов. Прошлый рекорд был 8. В данный момент 10. 10 билетов. И у кого есть много... У кого есть много билетов, соответственно, много шансов. Чуть остановлюсь в положении. Сосуд, крючочек вытаскиваем и открываем номер. Уточняю, короче. Алло, алло. Алло, алло. Тот, который выиграл билет, тот, который билет находится на крючке, он сам выбирает, какой нож. Какой он хочет нож. Такой, с бычьим хвостом, кожа, Elmax, Neolox, CPR даже. Из какой стали, какой длины и так далее. Он сам выбирает. Я не буду представлять, разыгрывается такой, разыгрывается такой. Нет. Вам волю вам. То есть, кто выиграет, тот уже имеет 5 ножей на выбор. Из этих 5 он будет выбирать по вкусу, чего он хочет. Хочет какую-то, такую. Мы сразу в прямом эфире поговорим. Позвоним. Вот, и он сам выберет. Вот поэтому вы все должны очень отчетливо знать, какие ножи играют. Вот для этого я попытаюсь закончить этих ножей в эти выходные дни. Ну, как получится. Например, вчера опять полдня света не было. Сегодня выходные, пока движок не работает. Ну и по выходным семья отдыхает. Я не хочу шуметь тут, по идее. Но придется тут немножко пошуметь. Иначе не успеть никак. И еще одно должен сказать. Вчера я отправил аж 5 ножей своим заказчикам. Работа делается. Вот. И позавчера, когда я отправлял почтой, удивился, что цена отправки вдвое подорожала. То есть обычно было 350, сейчас 720, 790, 780 стало, ребят. А если отправить там ЕМС, там уже 1500, 1300. Короче, у них почтой подорожало конкретно. Сами удивляются. Да, у них там программа стоит просто и все. Так что при отправке
надо учитывать, что будет такая цена. Ну, Россия все дорожает. Но спрашивал, временно ли это такое явление во время переправы, поэтому дорого, может быть. Спрашивал, они сказали, нет, программа оттуда, из Москвы делается, так что цена такая, наверное, останется, сказали девчонки. Ну, в будущем учитывайте, мои заказчики, те, которые отправляют заказы из-за рубежа, уже какие цены я не знаю. Вчера позвонил очень интересный человек, наш земляк, который живет в Германии. У них там на таможне совсем другие декларации там пишут. Длина должна быть такой. Если там написано подарок, значит стоимость доходит до сколько-то евро и так далее. Но у нас в России такого нету, но уже подорожало вдвое. Так что я всем предоставляю код отправки, вот, код слежения. И они там напечатана сумма, сколько надо. Никого не обманываю, как есть. Просто предупреждаю, что подорожал вдвое. Я сам вчера глаза так открыл. Молодец. Ну, как посмотришь, дальше будешь продолжать свой. Мы уже стали. Вот. В будущем имейте это в виду, ребята. Ну так, идейка-то как? Нормально, нет? И я надеюсь, в понедельник, последняя прямая финишная, тоже репост сделаю в личку. Желательно всем. И, ребята, будьте добры, то же самое сделайте. Пока нас 42. И мы еще должны мартовский выигрыш. Вот. Делать доброе дело. Честно говоря, пока я человечка не нашел, сказал своим друзьям, коллегам, давайте предоставьте мне такого человечка, помогите мне. Я сам приехал неделю назад, пока не знаю, кому я дам. Но надеюсь, мои ребята не подведут. Если есть какие-то идейки, пишите, напишите. У меня критерий — это спортивная семья. То есть не камень в воду. То есть, да, камень в воду, а именно человечек, который нуждается, стремится показать результаты не только по спортивному, но и по жизни, действительно тянется к лучшему. Такому ребенку я только помогаю. А это не для того, чтобы, не для тех, которые уже поднимают руки, таких сидящих по моим критериям не отвечают. Что касается прошлых таких маленьких подарочек, ну, если помните, молодой человек Александр прошел благополучную операцию в Питере. Мне там прикупили на ногах бандаж из коляски, и он уже коляску уже на балкон закинули. Молодой человек пытается ходить полноценно. Вот это, например, очень результативно и очень гордо. И мы должны с ним встретиться летом. Они обещали встречу. Будем снимать, немножко поговорить, что да как. Помогло, не помогло. Что увидеть. Действительно, наша затея достигла цели и так далее. Чтобы увидеть результат. Вот. А так, вторая помощь, если не ошибаюсь, мы помогли девочке, спортивной семье. Девочка реабилитируется,
сейчас в данный момент дома с родителями, но у нее очень-очень долго, пока она самостоятельно ничего не делает, по-моему. Я в последнее время еще не поговорил с родителями, не удалось пока. Так, связь держим, слышим, видим, но надо будет и поможем ей. Потому что никто не застрахован. Все дети. Вообще необъяснимо, что такое с ней произошло. Врачи так и сделали. Но, как сказал я ранее, что чтобы она родилась второй раз уже, из нее будет делать человека совсем другого. Но этот человек будет еще такой человек, большой буквы. Но реабилитация будет долгой. Надо терпеть, держаться. Мы с вами, ребята. Ждем. Если надо будет, поможем. Без проблем. Вот. А вот сейчас третьего человечка пока еще сам не нашел. Варианты говорили, предложили мне, но меня не удовлетворили. Вот. Каждому нужна, как говорится, помощь. Если хочет человек, есть такая ситуация, если надумаете помочь человеку, людям, оказывается, всем нужна помощь. Абсолютно всем. Меня это удивило сначала. Что так? Неужели это так? Но на самом деле это так. Буквально. А если взять всю республику, тогда вообще много. Вот так вот. Вот так подходящего человечка я не нашел. В данный момент. Ну, если есть идейки, ребята, пишите. Прочитаю, посмотрим. Критерии озвучивал. Итак, немножко остановимся. 42 участника. И тот, который выиграет билетик, который билетик выйдет на крючке, тот и сам выбирает из 5 ножей, какой он хочет. Вот это, по-моему, очень такие суперские условия. Например, если я бы выиграл шанс приобрести из этих 5 ножей, я бы выбрал эту. Да, у меня есть выбор. Эту или эту. Одну только. Вытаскивает второй раз. Второй человек то же самое. Эту выбираю, эту выбираю. Вот. Некоторые недопоняли. 5 билетов, 5 ножей. То есть за 500 рублей я могу выиграть все 5. Нет, такого нету. Цена одного билета. Если один билет по 500, только один билет. Вот. А у некоторых людей 8-10. У них уже есть конкретные шансы. Этот беру. Еще раз вытаскивается. И этот беру. Так что думайте сами, решайте сами. Шансы у всех огроменные. Ну, в прошлом годе там более 163 участника было. В данный момент 42 всего. Вот. Так что, да, баночка будет маленькой, но уже эффект будет огромным. Потяните своих. Репорт я сделаю, сброшу. Подтяните. По группам скинете. По социальным сетям и так далее. Но человечка пока я не нашел. Если будет какая-то идея, пишите. Отвечу, посмотрим, созвонимся. Это не обязательно от национальности не зависит, ребята. Я не должен ограничить
помощи из-за какого-то принципа или из-за цвет глаз. Такого нет, ребят. Я человек простой, прямой, но каждый человек думает сначала о своих. Вот. А у меня такого нету. Если надо, поможем ей. Если надо, поможем ему. Без проблем. Хоть он на край света живет. Поговорим, созвонимся в прямом эфире. Сделаем свой шаг. Вот. Вот. Тут такого обязательно должен быть якут или русский. Такого нет, ребят. Нет. Так что жду новостей. Так. И приобретаем билеты. Всем пока. Спасибо за внимание.